Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Как ни прискорбно сообщать о плохом, о печальном, о грустном. Но начну с плохой новости. Врачи и мы делали все возможное, все, что могли. Я полдня искала в Москве плазму крови. Нашла, съездила, купила, привезла. Сделали переливание. И все напрасно. Не помогло. Малышка ушла. Дело даже не в том, что поздно, а в том, что она была очень маленькой. Таким попадать в ППЖ нельзя. Это верная гибель. Двух девочек-подростков врачи подняли быстро. Мы забрали их и мамку из стационара на перетяжку. Конечно же, лечение еще продолжается. Уколы, таблетки, но уже на перетяжке. И страшное позади. Конечно же, чтобы не сорвать заново желудок, кишечник, им нужен гастрокорм. Специальный, лечебный. Чтобы не сорвать желудок, я еще раз повторюсь, вновь. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. На все. На лекарства, на хороший корм, на содержание. И мамке тоже. Друзья, помогайте нам, пожалуйста. Нам очень нужна ваша помощь. Животных на мое кураторство все прибывает и прибывает. Но оплата и расходы не заканчиваются только самолетом. Дальше, до пристройства, они должны на какие-то деньги жить. Они хотят кушать, а это все не бесплатно. И медицинское обслуживание тоже не бесплатно. Заново надо прививать. Ведь это же все надо заново. После всех антибиотиков, после всякого разного лечения. Друзья, я не просто прошу, я уже криком кричу. Если у нас не будет возможности оплачивать этих, то мы не спасем других животных, которые скоро будут там замерзать, околевать. А их надо успеть спасти вовремя, чтобы они также не попали в ППЖ, чтобы они не заболели там. Их надо успевать забирать с улицы. Сердце разрывается, когда мы не можем спасти, когда уже поздно или не справились. Конец месяца всегда самый трудный период, когда нужно оплачивать передержки, покупать корм. Я знаю, как трудно стало жить, выживать. Но все равно я прошу вашей посильной помощи. Хотя бы купить для хвостиков корм. Помогите, прошу вас.
Это мы с Кузьмой приехали уже с готовым МРТ, который вчера сделали. Вон он как лапочку гнет. Ну что, малыш? Ждем, да, доктора, ждем, когда нас вызовут. Да что такое? А, добрый ты мой мальчишка, добрый мальчишка. Он какой добрый мальчишка. Ну, хорошка. Здравствуйте. Где? Вот. С готовым МРТ приехали к хирургу пробовать еще шанс. Вот как ты прилег, молодец. Вон он как прилег. Я так тебя заносит в сторону. В сторону тебя заносит, да? Ты мой хороший. Вот какой хорошка. Да, мой золотой? Ой, ты мой сладкий. Падаем немножко на одну сторону, потому что мы привыкли на 4 ножках бегать. Кузьме было сделано МРТ и прием у хорошего специалиста. Обошлось в 25 тысяч. Но итог печален. Сказали, что никто не сможет ему помочь восстановить функцию ноги. Вот такой вердикт мы получили на приеме. Только ампутация. Сдали анализы. Анализы не очень хорошие. Назначили нам препараты, которые мы пропиваем. Но готовимся к ампутации все-таки ноги. Да, ему сложно ходить, его заносит, и он падает мордой об асфальт. Он должен приучиться жить на 3 ногах и стоять на них твердо. Все-таки ампутации не избежать. Так как он ходит сейчас, он постоянно травмирует, и у него кровит та часть, которая прикасается к асфальту. Кровит – это как такой пролежень, который постоянно задевает все. Асфальт, землю, камни, потом будет снег, лед. И придется еще и лечить нижнюю часть ноги, которую он не чувствует, но которая будет всегда подвержена возможному заражению. Туда будет попадать грязь. То есть, по-любому ампутация. Мы готовимся к ней. Что делать? Я сама хотела этого избежать. Не получается. Теперь о собачке Ноне. Мы ее обследовали, но врачи не находят причины ее состояния ноги. Они прописали нам пропить антибиотики и понаблюдать. По истечению 2 недель нам надо снова вести собаку к врачам. Изменений в лучшую сторону нет. И вот эта опухлость всей ноги также не проходит. Антибиотики не помогают. Проблема остается. Но вести к врачам, пока не знаю каким, к онкологу, к хирургу, у которых мы были, или УЗИ, это мы уже проходили. Надо проходить дальше обследование. Нам также будет нужна ваша помощь, и нам не на что обследовать и лечить. Нам очень нужна помощь. Да, она сыта, она находится на передержке, но обследовать-то надо, и надо не упустить вовремя принять меры. Друзья, девочки-волонтеры нашли хорошую передержку в Якутске. Вы знаете, какая это проблема? Найти и посадить Квостиков в безопасное место. Особенно щенков вообще невозможно найти и пристроить. И вот они привезли на эту передержку Маню и 3 щенков. Вроде казалось, это радость, но только оплатить я не могу. Они сидят несколько дней уже в долг, и теперь речь идет о том, что не увезти ли их в ППЖ. Мне надо срочно оплачивать передержку.
Друзья, работа по спасению идет каждый день. Мы не можем сказать хвостиком: подождите, пока нет на вас денег. Расходы большие, просто огромные. Передержки в Якутске, дорога, передержки в Москве, лечение, стерилизация, операции, корм. Все даже и не перечислить. Ситуация на сегодняшний день очень трудная. И я не просто прошу вашей помощи, я умоляю вас, помогите, пожалуйста. Мне очень тяжело и мне очень трудно дается выпрашивать у вас. Я знаю, что вы всегда приходите на помощь, вы всегда помогаете. Но, видимо, я спасаю слишком много. Видимо, надо остановиться. Я не знаю, что мне надо сделать, но не хватает. Я понимаю, да. И, видимо, надо остановиться. Не знаю уже, что сказать. Пожалуйста, помогите.